Сейчас Гарин сюда придет, сейчас и Тюрин. Юрий Александрович. И там Олег Владимирович пусть тоже подтягивается с Натальей Алексеевной. Давайте начнем. У нас же прямой, да, эфир? Не у всех, кого-то. Ну, у кого-то, да. Сусанина, наверное, и еще кого-то. Сусанин здесь? Что? Вы не знаете, как мы называемся. В смысле, ну я же знаю вас. Мало того, утро с вами всегда. Мы в понедельник же с вами начинаем утро. Видите? А вы говорите, не знаем, как вы. Давайте я пройдусь по вопросам, которые только что мы обсуждали. Начну, первое начну с того, что хочу поблагодарить всех тех, кто пожертвовал средства в фонд сообщества. На следующей неделе мы, собрав уже заявления от граждан, мы будем уже распределять средства. Это в первую очередь дети. Вы только что слышали, есть проблемы со здоровьем у некоторых, психологическая помощь. Давайте, присоединяйтесь. Есть затраты, которые мы не можем производить от бюджета, ну и так далее. Поэтому благодарность всем, кто откликнулся и пожертвовал средства. Благодарность таким волонтерам, что называется. Очень много людей помогали, значит, и в дни трагедии, и сейчас продолжают помогать. Вот. Ну, еще хочу отметить все-таки работу города Юрия Александровича Тюрина и работу нашей группы по взаимодействию с гражданами, которую возглавляет Олег Владимирович Гарин. Туда входит Наталья Алексеевна Сударикова и Алексей Серебренников. Практически без, что называется, таких упущений. Мы сами выходили и выходим на связь. Значит, ко всем вопросам, ко всем проблемам подходим индивидуально. Работа будет продолжаться, не снижая там, значит, темпа и так далее, и так далее. В общем, вопросов еще будет очень много. Поэтому теперь по сути. Итак, экспертиза. Вы помните, после прошлой нашей встречи, что мы к экспертизе Удмурт граждан проект попросили министра, соответственно, Министерства ЖКХ и строительства, и Михаил Александрович Мень пошел навстречу, значит, помогли нам федеральной экспертизой. Экспертиза сегодня же, Юрий Александрович, должна быть на сайте города в открытом доступе, граждане могут с ней, соответственно, ознакомиться. Резюме экспертизы следующее. Секции 1 по 3, 4 и 6 признаны ограниченно работоспособными. И, Ивана, закройте где-нибудь окна. Тут не такой железный, чтобы. Ограниченно работоспособны и без проведения работ, которые указаны в этой экспертизе, опять же, она будет полностью доступна всем в открытом формате. Вот так вот, без проведения этих работ мы заселить людей не сможем. Что делать дальше? Вот мы в таком же составе, плюс потенциальные наши застройщики, которые, соответственно, должны будут вот те работы, те виды работ, которые в экспертизе указаны, произвести. Я поставил задачу коллегам, чтобы 27 декабря 2017 года 1, 2 и 3 секции мы заселили точно. 4 и 6 мы будем принимать решения после проведения работ. Возможно, что и в 4 и в 6 мы тоже сможем заселить людей. 27 декабря. До этого времени, я не буду вас сейчас посвящать четкий план, перечень мероприятий по демонтажным работам и усилению несущих конструкций жилого дома, он у нас есть. Все абсолютно в соответствии с законом. Весь процесс будет сопровождаться уже с сегодняшнего дня
тотальным контролем со стороны Удмурт гражданпроекта и со стороны заместитель министра ЖКХ и строительства Российской Федерации закреплен вот за нашей ситуацией с их стороны. Значит, соответственно, мы все работы будем сопровождать вот так контролем, ну и где-то с 18 как раз по 27 должна еще одна быть проведена экспертиза. Это внешний осмотр, осмотр квартир, экспертиза газ, свет, вода и так далее, и так далее. Ну то есть, в общем, фундамент, все, чтобы вы слышали, наверняка сейчас люди на встрече задавали вопросы, кто-то видит там трещины, еще что-то со всеми. Это абсолютно объяснимо, реакция людей, конечно, они должны быть уверены, что какая-то трещина это не результат, так сказать, происшествия, а чего-то другого, но все вопросы мы, конечно же, должны закрыть. Помимо этого, мы поставим соответствующие маячки, которые будут нам в ежедневном, так сказать, формате давать информацию о, не дай бог, возможных каких-то изменениях, начиная в фундаменте, заканчивая несущих конструкций. Вот это что касается состояния дома сейчас. Еще раз повторюсь, экспертиза будет размещена на сайте города в открытом доступе. Все необходимые работы уже начнутся со среды. В среду устанавливается... Уже сейчас началось. В среду закончится монтаж крана и начнутся работы. Режим чрезвычайной ситуации город не снимал именно по отношению к этому объекту. Соответственно, это нам позволяет в формате, значит, по правилам 44-го закона, но в ситуации ЧС делать упрощенные, так сказать, проводить закупочные какие-то действия, но опять же они все будут открыты. Застройщиков немного, которые такую сложную работу готовы сделать, поэтому мы в ближайшие дни определимся. Все это происходит в открытой рабочей группе. Вот, это первое. Второе, соответственно, по выплатам. Все единовременные выплаты, это 10 тысяч рублей, произведены. Мы в каждом случае решали индивидуально, даже тогда, когда, так сказать, ситуация пограничная была. Ну, единственное, мы отказали некоторым, по-моему, кто там за границей проживает. Через фонд еще. Вот, но, еще раз, у нас нет ни одной, по-моему, сейчас, Олег Владимирович, претензий. Вчера обратилась семья, мы свели тоже с заместителем министра, то есть женщина там, она сама не может, они в разводе, но дети тоже получат через фонд. У нас 70 человек получили через фонд, о чем говорит Александр Владимирович, 538 из бюджета выплат. Направили в фонд заявки, еще фонд не тратил деньги. Соответственно, единовременные выплаты, все решено. Повторимся, по сумме 1 миллион рублей семьи погибших произведены выплаты, ну, похороны и все соответствующие с этим связанные процедуры тоже мы и город здесь взял на себя, мы все это оплатили. Что касается выплат по утрате имущества. 5-й подъезд, было принято решение, несмотря на то, что сейчас имущество частично мы обеспечили, вот, город обеспечил возможность из 5-го подъезда, конечно, под строжайшим контролем и соблюдением мер всех безопасности, извлечь то имущество, которое возможно извлечь силами спасателей и так далее. Мы обеспечили пункт хранения вещей, но тем не менее всем в 5-м подъезде по 100 тысяч рублей как полная утрата. По остальным, так сказать, да, 1, 3, 1, 4 и 6 будем решать в индивидуальном порядке, потому что в настоящий момент, и вы знаете, мы, во-первых, обеспечили доступ в квартиры, все заходят, люди приходят периодически, что-то имущество забирают, то есть здесь работа организована, поэтому будем индивидуально подходить, если действительно какое-то имущество там утрачено, будем смотреть. То есть, итого, по выплатам все вопросы в настоящий момент мы решаем, и претензий к нам нет. Далее, пункт временного размещения. Был большой запрос на смену места размещения. Лесная страна по понятным причинам удаления от этого места, от центра города,
людей не устраивало. Город предложил профилакторий «Голубой вагон» и «Металлург». Санаторий «Металлург». То есть все, кто захотят туда переехать, соответственно, мы такую возможность им предоставим. То есть здесь тоже все вопросы решаются. Далее, кредиты. Все банки пошли навстречу. Есть сложности технические со Сбербанком. То есть там ни в коем случае нет ситуации, что кто-то чего-то не хочет. Есть договор, их надо исполнять. То есть мы находим форму, как сейчас людям, соответственно, помочь. Тоже серьезных проблем. Сейчас вот даже на встрече там 5 или 7 человек подняли руки, что у них есть сложности. Так, что у нас еще? Да, интернет, коммунальные услуги. Коммунальные услуги, начиная с 1 ноября. Да, принято решение о том, что с 1 ноября никому никакие счета не выставляются, ни управляющих компаний, ни от ресурсосберегающих, снабжающих организаций. Были вопросы, связанные только с домофонами, по каждому подъезду был свой домофон, там тоже эти вопросы решаются, тоже они будут решены. Помимо этого, женщина спрашивала, деньги, которые на спецсчете по капремонту не будут использованы, естественно, в устранении вот этих вот недостатков, монтажных каких-то работах, ни в коем случае. Деньги сохранены будут полностью. И в ту же тему обращение по провайдерам интернета. Соответственно, Ярослав Владимирович Семенов, председатель правительства, получил задачу на следующей неделе, с понедельника, с Ростелекомом и с остальными операторами Дом.ру, кто-то еще там, решить этот вопрос. Конечно, за это время мы будем просить коллег не выставлять счета и делать перерасчет, если уже такие платежки пришли на более поздние сроки. Коллеги, что мы еще? Почта, да, Юрий Александрович. Да, почту мы организуем с понедельника, прием почты здесь, у нас в администрации города, на первом этаже. И, соответственно, разошлем эту информацию в соответствующие организации, федеральные, налоговые и так далее, чтобы по адресу этого дома направляли все сюда. То есть и люди будут знать, здесь будут получать. Да, с почтой, Олег Владимирович, тогда еще раз, вся информация на сайте, дозвониться, потому что у людей могут быть там какие-то уведомления очень важные. Эту работу тоже нужно организовать. Еще один очень важный вопрос. Один из жителей нам сейчас рассказал, что ему на телефон приходит СМС, текст. Попробуй воспроизвести. Егор, значит, рассматривайте обмен. Доплачу. И ссылка. То есть я прошу максимально эту дополнительно еще в текстовом режиме довести информацию, чтобы ни в коем случае по ссылкам никуда не переходили, потому что здесь, конечно, не про обмен и доплачу, а вы знаете, да, по ссылке переходят, либо это вирусы, потом, чтобы разблокировать телефон, огромные деньги, либо этот лайк списывается со счета телефона, ну и так далее. Это мошенники. Действие следующее. Не переходить ни в коем случае по ссылке, не отвечать и написать заявление в отдел полиции. МВД проинформировано. Все отделы полиции, куда могут обратиться люди, тоже проинформированы. Оперативно будем брать в работу и стараться устанавливаться, с какого источника это значит, происходит. Еще раз у меня большая просьба, коллеги, на всех ваших социальных сетях, сайтах, помимо того, что у нас сейчас будет видеоконтент, еще дать текстовый контент вот с акцентом на, значит, на вот эту ситуацию. Да, у нас есть отдельные эпизоды, Наталья Алексеевна, по такой социальному обеспечению граждан. Совершенно непонятная история с тем, что пожилая женщина, значит, инвалид, да, насколько я понимаю, оказалась где-то. Мы со всем этим разберемся и сегодня же перевезем и обеспечим сиделкой, если это будет необходимо. То есть все вот такого рода вопросы мы решим. Еще раз повторюсь, все, что касается детей, у нас есть заявки, я по этическим соображениям не могу вам давать конкретику, все в порядке, но есть, вот вы слышали, мышиной лихорадкой, есть диагноз подтвердился, ну даже... Должна внести коррективы, я только что подняла информацию, диагноз не подтвержден. Это к счастью. Это к счастью, он поступил с ОРЗ, но мы будем надеяться, проводят сейчас дополнительные исследования по нему.
дай Бог, чтобы все было так, как Вне зависимости. Тут, знаете, тут есть просто эмоциональный фон, который мы должны учитывать. Мы ни в коем случае не обращаем претензий. За сообщений какое-то невероятное количество и обращений самых разных, но вы слышали. Что будет, рыночная стоимость квартиры упала. Человек развелся с супругой, компенсируйте и так далее, и так далее. Ну, от этого до порчи имущества, значит, там, обои, говорю, отклеились и так далее. Но мы понимаем, что это эмоции людей, мы, тем не менее, с каждой ситуацией отрабатываем индивидуально. И здесь еще раз хотел бы отметить вот рабочую группу. Ну, а что касается детей, 3 раза перепроверим. Здесь не может быть, вот, знаете, диагноз не подтвердился. Поверьте, очень трепетно к этому вопросу относимся. У нас есть уже обращение по оказанию психологической помощи. Мы также, Наталья Алексеевна, по поводу новогодних вот наших, скажите. Да, мы сейчас собираем заявки от родителей для того, чтобы предложить им путевку в загородный лагерь на зимние каникулы. Собираем эти данные. Часть детей отправлены будут в санаторий Силычки, они сейчас уже там есть. Часть детей в Ласточку определим, городской санаторий для дошкольников. И пригласим всех детей из этого пострадавшего дома дошкольного возраста, ну, примерно с 3 лет, и школьного возраста на цирковое представление, которое будет в рамках елки главы. Ну, это Специально для детей сирот. не то, чтобы Детей, елка... оставшихся в трудной, ну, как она у нас традиционно называлась, президентская елка, потом елка главы. Это хорошая традиция, и мы очень рады, что она у нас возобновляется. Наталья Алексеевна, Питание скажите тоже. Наталья Алексеевна обратилась, значит, с предложением, и очень правильным. В свое время были такие, значит, новогодние представления для детей из детских домов, интернатов, детей в сложной жизненной ситуации. Вот 2 года этого не было. Мы решили все-таки, как бы там ситуация ни была, но изыскать средства. Мы их изыскали, и у нас будет на 1700, по-моему, человек. 750 человек. А сколько? 1700. 1750 человек, поэтому детей тоже из этого дома мы отдельно приглашаем. И питанием обеспечены наши школьники тоже. Вот Школьники пытаемся. питанием бесплатным обеспечены, да, это без вопросов, абсолютно все. Кому нужно, проездные тоже сделали. Проездные сделаны. С работодателями никаких вопросов, по крайней мере, у нас нет информации, не возникло. Все работодатели предоставили оплачиваемые, по нашей информации, отпуска, значит, подошли с пониманием, поэтому здесь вроде бы вот по таким бытовым вопросам все решаем. По документам тоже, кому смогли, всем помогли. Плюс также хотелось бы отметить, что на улице Майская, дом 13, МФЦ Октябрьского района, есть 2 окна специально для жителей этого дома. Для того, чтобы они в одном месте могли получить полный пакет документов, не бегали ни по кому. Все это у нас тоже работает. 121 человек уже восстановили утраченные документы. Все это делается очень оперативно. Здесь тоже никаких проблем нет. Вопросы есть? По здоровью уже подготовлены? Собираются соответствующие заявки для того, чтобы это оплатить. Значит, по постановлению правительства Российской Федерации нам необходимо в обследовании и, если это необходимо, в лечении. Поэтому здесь вот выплаты с точки зрения бюджета экспертизы, в случае экстренные, конечно, мы будем включаться и помогать материально сразу. Можете разобраться по цифрам, сколько, вот про жилье, да, вот 5-й подъезд, это сколько квартир, сколько человек ожидают решения этого вопроса? Давайте, коллеги, у кого более точная информация? 5-й подъезд у нас 31 квартира, из них 8 квартир у нас полностью утрачены, 23 как бы, ну, они находятся в таком сегодня. Ну, они тоже будут полностью утрачены. 5-ю секцию мы обязаны демонтировать полностью, поэтому можно говорить о том, что 31 квартира, сколько проживающих у нас было? 22 уже, кто проживал в 8 квартирах, вот в этих, и плюс 86 человек еще как бы в остальных. То есть получается 108 человек. 108 человек. Кто будет заниматься демонтажом, какая строительная компания? Мы решаем этот вопрос сейчас. Еще раз повторюсь, такой вопрос достаточно... Вроде бы он выглядит как простой, но на самом деле нет, потому что это блочный дом. Но я уверен, что мы договоримся с одной из компаний. А что правительство Российской Федерации по закону предлагает? Вы можете предложить сертификат Или субсидию на покупку квартиры. Я не могу за правительство сейчас комментировать. Мы обязаны все документы подготовить. Мы это сделаем до 9 декабря. Мы направим, а дальше решение за правительством. А примерно по вашим прогнозам сколько времени? Сейчас, секундочку, давайте По вашим выясним. прогнозам, сколько времени вот может потребовать решение этого вопроса? Когда понимание будет, субсидии
субсидии или там выплаты? Простите, давайте я вот самое, знаете, вот ориентируешь, потом какой-то, ну, я не хочу привязывать людей к каким-то срокам. Смотрите, что мы сейчас имеем. Мы имеем сейчас, судя по экспертизе, большую вероятность, что, ну, практически можно сказать точно, что первый, второй, третий, мы после работы с заселем. Большая вероятность, что четвертый и шестой будут пригодны. Большая вероятность. Это раз. Большую часть вопросов таким образом мы снимем. А пятый подъезд, соответственно, мы обеспечим от жилья до быта в текущем режиме. А сколько времени потребуется правительству для определения формы, давайте немножко подождем. Мы не можем на эту тему дискутировать, пока не направим официальные документы. До 9 декабря мы это должны сделать, поэтому здесь надо набраться терпения. Хуже всего людей ориентировать на какие-то сроки, а потом в силу разных причин эти сроки будут передвигаться. Потом же поймите, будь то жилищный сертификат или субсидия, будет еще вопрос выбора. Мы же предлагали сейчас, значит, съемные какие-то квартиры, люди не хотят уезжать там, в другой конец и так далее. Здесь очень много нюансов. Поэтому давайте вот мы этот немножко оставим на потом. Текущие проблемы мы все закрываем и решаем. Вы изучали практику, наверное, других регионов. Вот как в других регионах решается вот вопрос как раз вот с приобретением квартир? Или у нас какая-то специфическая ситуация будет? Нет, у нас с одной стороны специфическая, с другой стороны нет. Это режим ЧС, это резервный фонд правительства. Затраты, которые правительство компенсирует, определены в постановлении, начиная от единовременной помощи, заканчивая, соответственно, компенсацией за утерянное имущество, в том числе квартиры. Случаи разные. Где фонд – это вот ситуация с детьми, это ситуация с размещением, особенно там в сложных ситуациях. Это такая вот составляющая, которая выходит за рамки любого, так сказать, финансирования и помощи пострадавшим. Но там ремонт и стройку, конечно, мы за эти деньги ни в коем случае, как и равно деньгами, которые были собраны на капремонт. Кстати, больше 1000 пользователей, уникальных жертвователей. Фонд деньги отправили. Даже больше фонда. Фонд «Подари себе завтра» 549 тысяч уже перечислил как раз семьям с детьми. 39 семей получили выплаты тоже. Расходы огромные. И мы должны понимать, что даже если, мы надеемся, правительство Российской Федерации нас очень поддержит, мы все не компенсируем. Потому что самый большой вопрос, вы знаете, будет по квартирам. Критерии. Единственное жилье, регистрация или прописка. У нас уже есть ситуации спорные, но мы понимаем, что будем решать этот вопрос. Все? Спасибо. В понедельник будем с Сусаниным эти вопросы по соцсетям